В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Почему купание оборачивается трагедией? Актуальный репортаж программы. «14 лет на страже мира». В Абхазии отметили День миротворца. На соответствие требованиям Госстандарт осуществляет плановые проверки предприятий и учреждений по всей стране. Как избежать трагедии на море? Наверное, немногие из нас знают, что всего на морском побережье Абхазии зарегистрировано 54 пляжа. Из них только 22 соответствуют необходимым нормам и требованиям безопасности. Но очень часто мы с вами, наши дети, гости, пренебрегаем правилами безопасности на воде, да и не только на воде, что в итоге и приводит к трагедии. В среду 20 июня примерно в 15:45 в Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии поступило сообщение о том, что на месте, где река Киласур впадает в море, пропали двое юношей. Спасательная группа МЧС Абхазии сразу же выехала на место происшествия. К поиску молодых людей были подключены все катера Государственной инспекции по маломерным судам и вертолет. Водолазы МЧС Абхазии более 4 часов искали студентов. Когда стемнело, работа спасателей была приостановлена. 21 июня рано утром водолазы вновь погрузились в море на поиски пропавших. В 4 утра вышли наши водолазы, зашли в море под водой, искали около получаса они искали. Вода была в принципе чистая, особо таких течений не было. И где-то вот за полчаса они нашли, которые вчера утонули, 2 человека. Место, где река Киласур впадает в море, является опасной зоной, так как именно здесь образуется водоворот из-за 2 встречных потоков. Диаметр потока воды в этом месте резко расширяется, а затем вновь сужается до обычного размера, что приводит к появлению компенсирующей воронки под водой. Купаться на этом месте опасно для жизни. От берега практически около 10-15 метров, резкие обрывы и водовороты. Поэтому здесь купаться запрещено и плавать тем более. На глаз мы вот видим, как река впадает в море, это верхнее течение. Течение разное, оно уходит в разные стороны, вот. Но под водой зачастую здесь везде круговороты. Они буквально по 5-10 метров друг от друга. Это уже не первый случай, когда на этом месте тонули люди. Только за последние 5 лет здесь погибли более 20 человек. Но указателей, запрещающих купание в море, на этом месте мы не увидели. Вообще здесь были указатели о запрещении купания, но, видимо, в шторм их унесло. Но, тем не менее, мы сейчас будем обсуждать с администрацией города, чтобы они ставили запрещающие знаки. Всего на морском побережье Абхазии 54 пляжа. Из них только 22 соответствуют необходимым нормам и требованиям безопасности, поэтому там разрешено купание. В начале мая месяца мы выдаем предписание в администрации города, так как городской пляж относится к администрации города, и арендаторам пляжей. Это гостиницы, которые арендуют пляжи. В этом предписании указано, что должно быть на пляжах. Практически 2 спасателя должны быть на расстоянии пляжа каждые 100 метров. Должна быть у них спасательная лодка, либо шлюпка спасательная, оградительные буи. После выдачи этих предписаний там указано время, когда мы приходим и осматриваем, что сделано. Практически по всей Абхазии, по городу Сухуму 2-3 пляжа что-то делается по этим предписаниям. Остальные, как показывает практика, никто ничего не делает. Наказать как таковое мы их не можем пока, но документ находится в разработке. Как этот документ примется в ближайшее время, мы уже будем иметь право их наказывать. Еще одна опасная зона для купания в Сухуме – район Маяка, где река Гумиста впадает в море. Подходя к воде, сразу замечаешь вихревое спиралевидное течение, которое образуется в поверхностных слоях воды. Самих воронок с берега не видно, они находятся под водой, и в этом их опасность. Если даже хорошая погода, в горах может быть дождь, и, естественно, река Гумиста, она может выйти из берегов, и она делает вот эти вот воронки, течения и так далее. И с правой, и с левой стороны купаться очень опасно, поэтому и запрещено в этих местах купаться.
Во всех районах Абхазии, где реки впадают в море, купаться опасно для жизни. Нужно принять все необходимые меры, чтобы не допустить еще одной трагедии. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 24 года назад на основании соглашения об основных принципах урегулирования грузино-абхазского конфликта, которое было подписано главами России, Абхазии и Грузии, 21 июня 1994 года в нашу страну вошли коллективные миротворческие силы. Но все бремя миротворческой операции на протяжении 14 лет несла Российская Федерация. Уже по сложившейся традиции главное мероприятие, посвященное Дню миротворца, состоялось в Сухуми. В церемонии возложения цветов к памятнику военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 годы, и к памятнику неизвестному солдату принял участие президент Абхазии Рауль Хаджимба. Репортаж Нисфы Аршба. У памятника миротворцам на набережной Махаджира вновь многолюдно. Минута молчания в память о тех, кто помогал сохранить мир на абхазской земле. За годы миротворческой операции в нашей стране Россия потеряла 117 солдат и офицеров, которые отдали свои жизни во имя будущего народа Абхазии. Яко ты се воскресенье живот и покой всех трагически погибших в Республике Абхазии и воинов нашей жизнь здесь сложивших, при претворении мира, Христе Боже наш, имена их ты сам веси. Миротворцы принесли в Абхазию мир на долгие годы. Их героизм народ республики не забудет никогда. Эти слова были главным лейтмотивом сегодняшнего мероприятия. И действительно, трудно переоценить всю значимость миротворческой миссии. Сегодня здесь, в столице Абхазии, городе Сухум, мы вместе с уважаемыми представителями дружественной России отмечаем День миротворческих сил, дату, наполненную глубоким символическим смыслом, событие, ставшее частью нашей новейшей подлинной истории. Граждане Республики Абхазия по достоинству оценивают роль российских голубых касок в судьбе нашего независимого государства, в процессе укрепления ее безопасности и суверенитета. Если ныне мы живем в обстановке стабильности, мира, согласия, постепенного и уверенного вхождения в русло созидания и возрождения, то это в первую очередь благодаря успешному взаимодействию руководства и военных структур России и Абхазии. С 1994 года российские миротворцы успешно справлялись со всеми поставленными задачами. Это предотвращение возобновления военных действий, оказание гуманитарной помощи, пресечение действий террористических и диверсионных формирований. За 14 лет миротворческой миссии в Абхазии приняли участие более 45 тысяч российских миротворцев. 117 воинов-миротворцев погибли, выполняя задачи по обеспечению мира на нашей земле. Их подвиг навсегда останется в памяти народа Абхазии. С 2009 года, согласно подписанному соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о сотрудничестве в военной области, в Абхазии дислоцируются воинские части Вооруженных сил России. Их присутствие обеспечивает гарантии мира и безопасности в регионе. Россия была и остается стратегическим партнером, с которым мы связываем наше будущее. Слова благодарности за помощь в сохранении мира сегодня высказывали все. Выступавшие отмечали, присутствие миротворцев в немалой степени способствовало развитию событий, которые привели к признанию России государственной независимости Абхазии. Существует тесная незримая связь между вечным подвигом наших отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и подвигом наших братьев и сыновей, которые проявили мужество и героизм здесь, на абхазской земле, в составе коллективных сил СНГ по поддержанию мира. Само слово «миротворец» состоит из двух слов – «мир» и «творец». Поэтому миротворцы – это творцы мира, спокойствия и безопасности. Ничего благороднее этой святой миссии на земле быть не может. Сегодня мы поклонимся тем солдатам и офицерам, которые отдали свои жизни за спокойствие, мирное небо и благополучную жизнь прекрасной Апсны. Мы о вас помним. Вечная вам память. Да здравствует нерушимая, непоколебимая, прошедшая через многочисленные испытания дружба между народами Абхазии и России. Щерда Амта, Апсны, Урыстелеи.
В благодарной памяти народа Абхазии всегда будут жить имена миротворцев, ценой жизни отстоявших мир и покой наших граждан, свободу и независимость республики. И хотя миротворческая миссия как таковая прекращена, согласно договору между Абхазией и Россией, в республике присутствуют люди в российской форме. И пускай они уже не в голубых касках, но, как говорят местные жители, для них эти военные – залог мирной жизни. Держа равнение на середину, под звуки военного оркестра, у памятника торжественным шагом прошли колонны солдат. Затем все участники мероприятия переместились к памятнику неизвестному солдату. Цветы и венки к подножию обелиска легли в память о Дне памяти и скорби, который ежегодно отмечается в день начала Великой Отечественной войны. Нисфарш Бабислан Шхинджерия, Абхазское телевидение. В Женеве состоялся очередной раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Абхазскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Даур Ковы. Как отмечается в сообщении МИД Абхазии, наша сторона выступила с предложениями по повышению эффективности работы женевских дискуссий. Как с сожалением отмечает МИД Абхазии, на протяжении многих лет работы в формате международных женевских дискуссий грузинская сторона продолжает уклоняться от прямого диалога, направленного на преодоление существующих разногласий, пытаясь при этом придать грузино-абхазскому и грузино-юго-осетинскому конфликтам грузино-российский контекст. В очередной раз не удалось достичь компромиссного решения по наиболее актуальному вопросу повестки женевских дискуссий, связанному с принятием совместного устного заявления участников о приверженности неприменению силы. Выпускникам Сухумского высшего общевойскового командного училища в присутствии военного командования страны и близких родственников в торжественной обстановке вручили дипломы. В этом году училище закончили 19 офицеров. Помимо воинской специальности, молодые лейтенанты также получили дипломы менеджеров. По сложившейся традиции церемония вручения проходила в парке боевой славы, где похоронены защитники Отечества. С окончанием училища выпускников поздравил первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба. Хочу выразить огромнейшую благодарность прежде всего командованию училища, выразить огромнейшую благодарность преподавательскому составу, которые за эти годы, за 4 года вложили в вас самое необходимое знание. Еще раз хочу вас поздравить с присвоением вам первого офицерского звания. Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору совместно с представителями Министерства экономики во всех районах Абхазии осуществляет плановые проверки предприятий и учреждений. В Сухуме инспекция госстандарта посетила несколько объектов отдыха. О том, какие требования предъявляются объектам, в нашем следующем репортаже. Ежегодно Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору осуществляет плановые проверки объектов отдыха, гостиниц, отелей, пансионатов. В этом году планируется проинспектировать порядка 200 объектов по всей стране. Председатель Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба вначале проинструктировал руководителей отделов о проведении плановых проверок. Уже начался сезон летний, курортный, поэтому много нарушения, мы это с вами прекрасно понимаем. Наша задача выявить все эти нарушения, поставить задачу, чтобы эти нарушения были исправлены. После завершения наших проверок будет вами дана оценка, нами всеми дана оценка. Будет представите мне отчеты о проделанной работе, выявить все недостатки. Самое главное, вы прекрасно понимаете, наша задача какая? Сделать все возможное, чтобы потребитель не страдал. Затем инспекторы госстандарта вместе с представителями Министерства экономики посетили гостиницу «Интерсухум». Специалисты технадзора проверили состояние самого объекта, осмотрели трансформаторные подстанции, щитовое оборудование, жарочно-варочные шкафы столовой, а также проверили техническое состояние грузоподъемного механизма. Экспертная оценка показала, что общее состояние лифтов хорошее, однако небольшие недочеты все же есть. Проверили 2 лифта в гостинице «Интерсухум». Лифты современные, хорошее производство фирмы «Кона». Есть определенные замечания, которые будут устраняться в процессе эксплуатации. В целом соответствует стандартам,
безопасной эксплуатации, проблем никаких. Тем временем специалисты Энергонадзора ознакомились с энергоснабжением гостиницы, осмотрели электропроводку на этажах, обследовали энергетические и теплоиспользующие установки. По словам инспекторов, в гостинице «Интерсухум» правила электробезопасности соблюдены. Находимся центральная щитовая. Но здесь замечаний практически никаких нету. Здесь все в порядке. Здесь вот центральная, все, разводка, все идет сюда. Отдельно присутствует на каждой этих отводные автоматы. Общее состояние и техническое оснащение номеров проверяли специалисты Госнадзора по стандартам сертификации и аккредитации. Они осмотрели несколько двухместных и трехместных номеров стандарт, люкс, а также номера повышенной комфортности. Каждый номер оснащен необходимой техникой, мебелью и инвентарем. Во всех есть телевизор, холодильник, кондиционер, шкафы, тумбы, комплект постельных принадлежностей и белья. Но инспекторы госстандарта зафиксировали и некоторые упущения. В помещениях, в которых используется напряжение 2 и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения. Но ни одного указания над розетками в номерах Интерсухума не оказалось. Также сейфы в номерах располагались прямо на полу, на видном месте, когда по правилам они должны плотно быть закреплены внутри шкафов. Несмотря на некоторые замечания, в целом специалисты госстандарта дают хорошую оценку номерам гостиницы Интерсухум. Мы проверяем размещение туристов, как размещают туристов, проводим сертификацию. И можем заверить, что гостиница «Интерсухум» на 85% готова для размещения и приема отдыхающих. В другом объекте отдыха, в отеле «Атриум Виктория», эксперты технического и энергетического надзоров осмотрели само здание отеля, проверили техническое состояние балконов, лестниц и лифтов, спустились в бойлерные и котельные помещения, оценили там работу электрических установок, проверили состояние резервуаров и сосудов. В ходе данных проверок инспекторы технического и энергетического надзоров в отеле «Атриум Виктория» не выявили серьезных нарушений. Проверили бойлерную, котельную, проверяем подсобные помещения, бойлерные, котельных, проверяем манометры, термометры, проверяем техническое состояние самих резервуаров, сосудов. И главное, чтобы были специалисты компетентные, которые могут обслуживать данный объект. Если это котельная, то оператор котельной, если это лифты, то должны быть лифтеры, электромеханики. На данном объекте серьезных нарушений нету. Нужно будет заключить им договор с обслуживающей организацией, которая будет отвечать за обслуживание лифта. Эта организация должна быть уполномочена, у нее должна быть соответствующая лицензия на эксплуатацию опасного производственного объекта, которую выдает наш комитет Госстандарт. Также специалисты государственного надзора по стандартам сертификации и аккредитации осмотрели несколько номеров отеля «Атриум Виктория». Номера оказались просторными и чистыми, оснащены необходимой техникой и мебелью. В общем, у экспертной группы не было никаких нареканий по поводу условий проживания и обслуживания в отеле «Атриум Виктория». В соответствии с указом президента, Министерство экономики осуществляет общее руководство деятельностью отдельных органов госуправления, в числе которых входит Государственный комитет по стандартам. Согласно поручению Министерства экономики осуществляется совместная проверка, плановая проверка гостиничных комплексов по городу Сухум и Новый Афон. В целом можно сказать, что состояние данных гостиничных комплексов является хорошим. Скажем так, есть еще и другие гостиничные комплексы, в отношении которых будут осуществляться проверки, но пока что можно сказать, что все на довольно высоком уровне. Государственный комитет Абхазии по стандартам потребительскому и техническому надзору совместно с представителями Министерства экономики и дальше продолжит плановые проверки объектов отдыха и туризма. Если на объектах выявлены нарушения, инспекторы составляют акты и выдают предписания. Если же нарушений нет, то владельцам гостиниц выдаются заключения о готовности объекта принимать туристов. Алика Трапш, Михаил Братухин, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. В Сухуме состоялось собрание инициативной группы, продвигающей принятие парламентом статьи 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции и конкурсного подбора кадров на госслужбу. На собрание были приглашены депутаты парламента и общественные деятели страны. Итогом обсуждения стало принятие обращения к партиям и общественным организациям поддержать инициативу.
О необходимости изменения законодательства Абхазии в части борьбы с коррупцией в нашей стране говорят не первый год, а если точнее, с 2012 года. Члены инициативной группы предлагают внести изменения в Уголовный кодекс страны, в частности, ввести уголовное наказание за так называемое незаконное обогащение, а также ввести конкурсный отбор для госслужащих. Инициативная группа намерена вынести законопроект на обсуждение в парламент. Будут говорить, да, мы не против, но надо изучить и так далее. И вот это изучить, оно продолжается очень давно. Оно продолжается с 2012 года. Мы меняем соперников. Сначала кто-то во власти, кто-то в оппозиции, потом наоборот. А мы по-прежнему пытаемся эту идею продвинуть. Злоупотребление должностью или властью с целью собственной выгоды – наиболее точное определение термина «коррупция». Во всех цивилизованных странах мира существует законодательство, призванное бороться с этим злом. Главная задача инициативной группы – распространить идею, чтобы как можно больше людей подключилось к продвижению принятия парламентом статьи 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции. Наша задача – растиражировать идею, сделать так, чтобы парламент принял этот закон, и коррупционер вместе со своими прикормленными отморозками на улице, группами блогеров, он просто будет противопоставлен народу Абхазии. Если у него есть хоть крупица здравого смысла, единственное, что он может сделать, это сказаться больным и уйти с госслужбы. Если этот инстинкт самосохранения отсутствует, я думаю, их ждет очень долгий, нудный, мучительный закат коррупционной карьеры. На собрании выступили общественные деятели, которые высказались в поддержку принятия 20-й статьи Конвенции ООН. Чтобы как можно больше людей узнали о данной инициативе, предлагалось чаще проводить встречи с общественностью, молодежью, представителями различных партий и движений. Было озвучено предложение вынести этот вопрос на общенародный референдум. Наше пожелание, ради чего мы всех вас собрали, его может решить только исполнительная власть и законодательная власть. И с исполнительной властью у нас были встречи, в том числе в эфире абхазского телевидения, и с законодательной. Все нам говорят, что мы вас поддерживаем, вы правильную инициативу имеете, но, как и сейчас, вот на эту встречу к нам обещали прийти депутаты парламента, те, которые нас поддерживают. Один-двое есть реально, которые нас поддерживают, но публично, которые говорили, что мы вас поддерживаем, 150% обещали Астамуру Какали, что если будут, вы их здесь видите, их здесь нету. Это вот, к сожалению, с таким отношением мы столкнулись. Депутат Народного собрания Астамур Логуа, который присутствовал на встрече, поддержал обсуждаемую инициативу. Кроме того, он пообещал, что на ближайшей сессии будет инициировать создание рабочей группы, в которую войдут и общественные деятели, чтобы как можно быстрее рассмотреть и принять закон о противодействии коррупции в нашей стране со всеми необходимыми поправками. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 24 градуса. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.